72 года назад завершилась победой нашего народа страшная война, унесшая миллионы жизней. Мой прадед Саматов Амирзада Саматович родился в 1912 году и рос в деревне Кимчаково, Илишевский район, Башкирская АСР. Рос в самой обычной крестьянской семье, где было двое детей, младшая сестренка и он. Их отец умер от болезней, и росли они с матерью. Ранним утром 22 июня 1941 года фашистская Германия и ее союзники напали на нашу страну. На тот момент моему прадеду было 29 лет. Он отправился на службу и был рядовым. Демобилизован в 1945 году. У него была жена Шамсия Ахметова Манижихан, с которой у них было 8 детей. На сегодняшний день живы 4. У моего прадеда было большое количество орденов. Больше всего мне запомнился орден Отечественной войны 2-й степени. Он прошел всю эту жестокую и страшную войну. И мне порой становится стыдно за то, что так мало осталось от прадеда. Но время потеряно, а как мало мы знаем. Я очень горжусь своим прадедом Саматовым Амирзадой Саматовичем. Мы живем в мирное время. Над нами чистое голубое небо, яркое солнце. Что такое война, я знаю не только по книгам и кинофильмам, но и рассказам своего прадедушки, участника Великой Отечественной войны Фаргата Шариповича Гареева. Мой прадедушка Фаргат Шарипович Гареев родился 4 февраля 1925 года в деревне Сикалюкуль Дюртюлинского района. Когда ему исполнилось 18 лет, его призвали в действующую армию, прошел военную подготовку в течение 1 месяца и принял присягу и был отправлен на фронт. Он воевал на Белорусском фронте разведчиком-артиллеристом, боями дошел и встретил победу в Берлине. Во время войны был контужен, награжден боевыми медалями. Самой ценной наградой считал им медаль за отвагу и за боевые заслуги. В 1948 году мой прадедушка вернулся в родные края. Послевоенная жизнь была очень тяжелой, но сильный характер и огромное желание начать новую жизнь взяли свое. В 1948 году женился он на девушке Насиме Файзрахмановне, моей прабабушке. Они вырастили и воспитали 7 детей. Фаргат Шарипович начал трудиться трактористом. В августе его приняли в ряды коммунистической партии. С 60-го года назначили главным инженером колхоза Чешма. В 2008 году его не стало. Я горжусь моим прадедом и рада, что он узнал о моем рождении, участвовал в моей жизни. Мы обязаны сохранить в памяти события страшных лет и быть бесконечно благодарными людям, подарившим нам будущее.